цель в этой игре, что я через скрытие должен раскрыть Творца, и в том, что я построю себя как Творец. Именно так. И скрытие тогда помогает мне построить себя самостоятельно. Если не было бы скрытия, я все получал бы все, что приходит от него. А если бы скрытие было абсолютным на 100%, и я бы не чувствовал высшей силы, я был бы, как мы знаем, все человечество. Если скрытие начинает так играть с нами, чуть больше, чуть меньше, когда мы начинаем с помощью науки Каббала, начинаем ощущать чуть больше, чуть меньше, пробуждается какое-то немножко, как облако приходит к человеку. Тогда из этого мы приближаемся к состоянию, когда я действительно могу решить, что да, я нахожусь через скрытие в связи с Творцом, и это скрытие мне нужно. Мне нужно только все время укреплять себя, что у меня есть связь с Творцом через скрытие, и я должен научиться от этого скрытия обратной форме. Что это значит? Скрытие дает мне негатив, то есть обратную картинку Творца. Что за обратную картинку Творца? Страхи, тревоги, унижение, путаницу. Все, что есть в обратном виде, негативном. Я, несмотря на это, должен вести себя так, что все приходит от Творца, и не может быть, чтобы это плохо, а это хорошо. Когда я так поднимаюсь, обратной реакции Творцу получается, что я работаю выше своего эго, с экраном и отраженным светом. И тогда я строю из себя его образ. И то, что я строю внутри себя, это называется «приди и увидь Боре, Творец». Так это работает. Нужно думать об этом, нужно больше и больше этим заниматься, но это, по сути дела, наша работа. Так мы строим себя. Это уже работа по построению на 125 ступенях. Да. Когда скрытие не уходит, только мы с помощью именно скрытия, строим из себя образ Творца. Образ, который я строю в себе, называется парцуф. Парцуф. Величиной нефеш, нешама, хая и хида, так 125 ступеней, которые я строю свою душу. Это то, что я делаю в подобии Творцу. Как бы нет скрытия. Но именно благодаря скрытию я это могу сделать. Поэтому цимцум алеф не отменяется, и так мы работаем.